ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 11:30. Администрация. Магомед Османов и Виктор Лебедев озвучивают итоги Марафона Победы. Ежегодная акция к 9 мая посвящена помощи ветеранам. Весной ухтинцев призвали поучаствовать финансово, чтобы решить проблемы пожилых людей. Многие предприятия города откликнулись. Традиционно это бюджетные и крупные организации. Я хочу поблагодарить всех тех, которые участвовали в этом марафоне, которые перечислили деньги. На сегодняшний день это порядка 107 миллионов 70 тысяч рублей. Ну и хочу сказать, что львиную долю, 50% в этих деньгах, которые были собраны на Фонд Победы именно Совета ветеранов, это половина суммы, которую перечислила Транснефть Север. Также хочется упомянуть, и, конечно, особо оно стоит, это Газпром Трансгаз Ухта. Они аккумулируют деньги на своем счету. Естественно, у них не только наш город, но и в том числе и другие регионы, где они участвуют, где они работают, там ведь тоже они оказывают помощь. Но на сегодняшний день в городе ими проделана работа, оказана помощь более чем на 1 миллион рублей. Поэтому хочу обратиться и к руководителям предприятий, ко всем жителям, которые оказывали в этом участие, с огромными словами благодарности. Кроме этого, стоит отметить СИТЭК и МУП «Фармацея», кто участвует в акции на протяжении всех 9 лет. Собранные деньги, в частности 200 тысяч рублей, пошли на праздничные обеды ко Дню Победы и встречи ветеранов в первичных организациях. Кроме этого, на реконструкцию памятников участникам войны в городах и поселках. Непосредственно в Ухтинский совет ветеранов поступило 59 персональных заявок от пожилых людей. 43 выполнили, 16 в работе. О чем просят? В основном это просьбы ветеранов сегодня на ремонт квартир. Это вот последние 2 года стало, естественно, конечно, но не имеется в виду полный ремонт, а косметический ремонт квартир. Это на приобретение холодильников, на установку особенно газовых колонок, газовых плит и установку газовых счетчиков. То есть того оборудования, которое, конечно, сегодня не под силу ветеранам самим на свои средства установить. Многие обращения удалось выполнить. Марафон Победы продлен до конца года, поэтому заявки могут поступить еще и будут сделаны. На сегодня уже есть 4 заявления на ремонт и 2 на установку газовых колонок. Ухтинский молодежный совет взялся за благоустройство бесхозных могил ветеранов и репрессированных на кладбищах. Работы много, пока позволяет погода, ее будут продолжать в течение года и далее. В целом, за 9 лет существования Марафона Победы помогли более 9 тысячам человек.